Мы с вами находимся возле спортивного комплекса «Триумф». Ты не был, да? Был. Прямо. Я его тут обошел один раз весь по кругу. Всем привет! Мы с вами находимся возле спортивного комплекса «Триумф». А то я спортивной тематике Якутии, Якутска еще не уделил практически времени. Вот, наконец-то решили это сделать. Николай познакомил вот с Егором Винокуровым. Он целитель. В первую очередь мне прихватило спину. Вчера он меня там вправлял позвонки. Сам ты откуда? Ну, в Питер. Родился в Воронеже, и в Питер потом. По идее, хотели мы вот, думаем, да, я говорю, вот что-то интересное вообще. Он ищет вообще что-то интересное, но пока не видит вот. Может, вы поговорите, вот что можно найти вот интересное. Может быть, что-то вы найдете такое. Сложно разговаривать. Формат, конечно, такой вот, что зрителю картинка нужна. Это все приходится обрезать по максимуму, потому что люди теряют интерес и выключают. Не всегда знаешь, как о чем-то рассказать, потому что там тоже медицина, я экшенов в нем не вижу. Вот, все. Я ждал этого момента. Вот, сейчас уже Хрустнуло наконец-то. Ну и как самочувствие сейчас? Ну полегче, ну тянет еще, это надо восстанавливаться долго. Горячую ванну примешь? Да? Не, мы в зал бокса и к нему. Это гостиница в самом Триумфе находится, да, получается? При Как Триумфе. общежитие и гостиница. Тут администрация, 6 этажей здания. То есть это и администрация, еще и номера, да? Да. Где-то 120 номеров примерно, да? Да. И спортсмены приезжают с других мест, да? Да, Там тут их, как общежитие. их то есть не надо расселять по городу, да, получается? Сюда вот раз и заселили. Тут вообще инфраструктура, получается, вся есть. Да, они здесь полноценная. живут и питаются здесь. Тут трехразовое питание. Завтрак, обед, ужин для спортсменов. Итак, разболтались вчера. И вот Егор оказалось, что он не только целитель очень высокого уровня, на мой взгляд, но еще и общественный деятель. Он состоит в Федерации кикбоксинга города Якутска. Судья, да? Всероссийской Категории я Федерация кикбоксинга Республики Саха-Якутия. Сейчас мы идем, посещаем сейчас зал бокса. Сейчас готовится к первенству Дальнего Востока. Турнир, посвященный памяти первого чемпиона мира из СССР Александра Иванова. Вот, ежегодно проходит уже сколько лет? 14 точно. Вот у нас съезжается с Сахалина, с Приморья, Амурской области, Хабаровска. Дальний Восток. именно, Дальний получается, Восток, да, именно. И вот сейчас мы проходим. На тренировку сейчас идем. Да, будет. Ну, там Уже проходит. Уже, в самом уже разгаре. идет тренировка. А соревнования будут на следующей неделе, да? Да, на следующей неделе, с 14 по 16. Здравствуйте. Приветствую. Ну, знакомься, это Максим Амосович Куприянов, директор РДШ, зал бокса. Очень приятно. возглавляет Здравствуйте. нас. Игорь. Игорь Эркин, можно по-местному. Эркин. Такое взял себе имя. После, можно сказать, провала Олимпийских игр, да, вот сборной команды, Владимир Владимирович подписал указ о совершенстве системы подготовки спортивного резерва. И как раз вот в 2012 году Егор Афанасьевич Борисов, президент республики, подписал указ о создании
ряд спортивных школ по базовым видам спорта, по олимпийским видам спорта. И как раз мы в том числе попались в список, и в 2012 году мы создали государственное бюджетное учреждение, республиканская специализированная школа по боксу. И сегодня мы являемся спортивной школой Олимпийского резерва по боксу. Сегодня у нас 12 филиалов, сегодня как раз вот 13-й мы открыли в поселке Максоволов, сейчас вот только что вот приехал. Это по Якутии, да, филиал, получается, Да. открывается? Это Да. с 2012 года так развились уже, получается? Да, 620 у нас детей, это по списку, еще есть вне списка дети, которые вот в резерве стоят. Сегодня мы работаем и с учащимися, сегодня мы работаем среднее специальное образование. Сегодня мы представляем вооруженные силы Российской Федерации, общество такое есть. И наши дети участвуют по системе «Динамо». Ну, поэтому сейчас, ребят, мы привлекаем патриотизм, воспитание. Сегодня у нас год патриотизма республики. Военные, там, полиция, МЧС, очень много наших воспитанников. А, именно туда, да, структуру, да? Да. Нам повезло, что в таком центре наш вид спорта культивируется. У нас бокс и кикбоксинг. Ну, кикбоксинг у нас тоже в 90-х годах очень был популярен. А эта школа бокса и гейбоксинга, это как одна сразу школа появилась? Или сначала как бокс, а Нет, потом вы развились? сперва как бокс, потом мы сами инициатировали, чтобы Смотри, открыть. кикбоксинг. Да, ну, чтобы охватить детей побольше. Мгм. Ну, сегодня есть неплохие результаты данного вида спорта. Мгм. Все Да, посмотрим. давайте, да. Вот у нас зал. Идет мой тренер, заслуженный тренер республики Михаил Георгиевич Валь. Здравствуйте. А вы сейчас тренируете, да, ребят? В процессе у вас? Я свою тренировки провел. С чувством выполненного долга. Собираюсь домой. Можно спокойно домой, да? Отдыхайте тогда, мы поснимаем. Не будем вас сильно отвлекать. Да, до свидания. Сейчас вот видите, сейчас бокс у нас уже перешел на самостоятельную работу. Сейчас вот по кикбоксингу. Вот сейчас ребята, А вот это ребята боксеры, да, занимаются? боксеры, ага, сейчас вот закончили они. Вот, А вот это кикбоксинг, да, тренировка? сейчас вот кикбоксинг. Сейчас. Андрей Васильевич. Вот. Наш тренер Андрей Васильевич, здравствуйте. республики Игорь. по кикбоксингу. Вы готовитесь к соревнованиям тоже, ребят? На следующей неделе будет. Это все участники будущие, да? Они все ребята участвуют, да, будут? Почти все. Перед соревнованием, после соревнований. А, там по разные, по интенсивности разные. Тут же и загонять не стоит, да, перед, чтобы не выдохлись ребята? Тема тренировок разная, методика, интенсивность, нагрузка, там все. Угу. Работа в парах. Отработка, да. Ну, вы им дали задание конкретное, да, и они его отрабатывают. И каждую тренировку у вас какие-то свои задания, элементы отрабатываются. Да. Правильно я понимаю? После пройти, поснимайте, Походите, ребят, не буду смущать сильно. чтобы они вас не задели. Ага, да, хорошо. Василий, знакомься. Приветствую, Игорь, очень приятно. Василий, очень приятно. Я именно бокс, и я, получается, старший тренер юношеских и юниорских сборных команд республики. Готовимся на юниорское первенство России. Ну, мы сначала на сбор поедем в Краснодар. Нас там 3 человека отобрались от республики. Потом уже первенство России само начнется среди юниоров. Это 17-18 лет. И сколько? Трое будет ребят, да? Вот Да, 3 они же человека. будут Да, участвовать, 3 да? человека у нас будут участвовать. Ага. А на мире никогда не участвовали в том, что Ну, у нас вот в Якутии сейчас Василий Егоров есть, да, ну, среди взрослых. Он весовую категорию 52 килограмма перешел. Сейчас на мире в Екатеринбурге выступал. 2-й номер сборной. Сейчас они сбор в Кисловодске. После этого они поедут на сбор в Италию. Там будет турнир. И уже после которого команда определится, которая будет команда, которая поедет за путевками в Лондон. То есть, чтобы на Олимпийские игры попасть. Точного состава нет, но он один из претендентов
чтобы ехать за путевкой. На Олимпийские игры, Да, он был долгое время первым номером сборной России, финалист чемпионатов мира, участник Олимпийских игр весовой категории до 49 килограмм. Но сейчас у нас АИБа сократила весовые категории в мужском боксе, видите, да, то есть и ему пришлось весовую категорию сменить на 52. Приходится кушать, да, еще? Ну, я не знаю, там он кушает, не кушает, но да, там своя у него, своя, да. Ну здорово, что от республики. Спасибо, что тренируете бойцов, ребят. Не за что, всего хорошего, удачи. Самые крутые нам бойцы интересные, ребята. Кто у вас? Здесь есть чемпионы России, Европы, двукратные чемпионы России, чемпионы Европы, обладатель Кубка мира. Это знакомься, Вадим Колтовской. Ну-ка посмотрим, как тренируется. Две минуты работает, минута отдыхает, да? И сколько так? Ну, сегодня 12 раундов. 12 раундов. Это высокая считается интенсивность, да, вот такая? Вадим, можно познакомиться? Игорь зовут. Давно занимаешься, да, с детства? Да, уже 14 лет, получается, уже. С 14, да? А сейчас сколько тебе? Сейчас 27. 27 это считается же для бойца уже возраст такой, наверное, да? Да, я думаю, до 30 еще может боксировать, как бы. Это уже от самого человека зависит. Если он себе ставит какие-то ограничения в возрасте, То они и будут, да? Все правильно, да. не знаю, до 35. Есть же работают, да, и это за 30 и дальше, да, главное, что физуха, главное, чтобы держала, да. Да, ну и вообще. Ну ладно, силу, удачи, кстати. За первое место золотой медалью награждается Вадим Колтовской, Республика Саха-Якутия. Еще раз поздравляем победителя и призера весовой категории до 60 килограммов. Вот даже девчонки занимаются. Стоят в парах с парнями. Не между собой спаррингуются, а именно с мужиками. Оп. Девушки, уточнил, занимается 4-й год всего лишь. И очень хорошую технику показывает. В этом бою победу одержала и стала победительницей чемпионата Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу спортсменка синего угла Петрова Юлия, Республика Якутия. Все, тренировка закончилась. Молодцы ребята, настоящие бойцы. Как впечатление? Ну круто, мне захотелось позаниматься, прям вот очень. У меня пока болит спина, мне Егор, конечно, все поправил, но еще там надо самому над ней поработать. Восстановительный процесс. Там надо упражнения делать. Конечно, домашнее задание. Сейчас они разминку сделают, а потом, может, построение, как они хлопают. Здесь она же не только как бы человека заставляет за себя стоять, но и еще духовно развивает. Да, хорошо отработали, да? Вначале вату катали, но потом процесс сорвались. Да, сейчас самостоятельно. Скакалки, бочтение, там, засетки, там, но не сильно. Хорошо? Так, хочу всех ребят поприветствовать. Пройтись всех, показать поближе. Все, ребят, всем спасибо, вы молодцы. Очень рад познакомиться.
Здорово, очень нравится познакомиться с ребятами был. Приняли вроде да хорошо, мне понравилось. На тренировке Нет, приняли очень тебя хорошо. Да? Да, сейчас Я сегодня это же- почувствовал как будто бы. Сегодня они подпишутся, посмотрят. Да, может даже хороший комментарий оставят. А мы еще идем в зал борьбы, да? Здесь еще... Да, здесь у нас недавно приезжал Карелин, проводил здесь у нас мастер-класс. Ну, всё уже по времени уже никого нет. Да, уже все закончились. Тут у нас многие приезжали, очень известные борцы. И здесь у нас сборная проходил вот Коркина, турнир Коркина, он международной категории проходит. Приезжают сильнейшие борцы, тут тренируются, проходят сборы и потом участвуют уже тут самые такие баталии на ковре. Абсагай. Хапсагай, Она да, здесь- он тоже есть, тоже такая национальная. Мгм. Она уже находится в другом зале, другие занятия. Все соответствует всем нашим Стандартам необходимо, стандартам да? зала, и сюда можно чемпионат мира проводить. То есть подойдет, да, Мы все? смело можем Заявить. Запланировано провести чемпионат России по кикбоксингу здесь. Стоит в планах. То есть он Уже запланировано. запланирован. Так что я думаю, пройдет на ура. Да, да. Мы все народ надеемся, поддержит. что когда-то кикбоксинг перейдет в олимпийскую вид Вид спорта. спорта. А он не перешел еще? Нет, еще не перешел. Но мы все. Я думаю, он вопрос времени. Всё, вопрос времени. Все, да, еще раз, да, до свидания. Получается, вот ребята остаются, у кого еще остались силы тренироваться. Нет, тут будет специально беговая дорожка. О, прикольно. Ничего себе. Некоторые ребята сюда пришли, бегают сейчас. А тут можно, ну, прийти просто и побегать, да, или как? Конечно. И я могу взять, прийти побегать? Да. Ух, ничего себе, ускорился. Ух ты. А, так вот это основной зал Триумфа, где проходят всякие мероприятия, да? А то я про него только слышал, я даже не, ну, Тут он не знал, что он такой. приспособлен на большие мероприятия. Можно проводить чемпионаты России, мира. Я вот про это говорил за. Мгм. Ну, получается, он не только спортивный, еще и различного другого характера, да, У развлекательного. нас там. здесь проходят концерты, например, Ага. мировые звезды. Сюда же приезжают, да? Бывает, сюда приезжают. А, я же видел рекламу, там концерт, там тот-то, тот-то в Триумфе, там Да, в Триумфе. Меладзе, вот, например, последний раз приезжал сюда. А мест хватает, получается, да, здесь? Да, здесь он на 3000 мест, да, если я не ошибаюсь. Ну и соревнования, допустим, по соревнования, кикбоксингу, да. по борьбе, они все здесь. Да. А именно тренировки, чтобы, да, это по легкой атлетике, да? Да. Ну все, наша ознакомительная экскурсия со спортивным комплексом Триумф закончена на сегодня. Это пока была тренировка. Дальше, я надеюсь, попаду на соревнования. Поснимаем еще соревнования чуть-чуть. Но очень рад, что познакомился с ребятами. Надеюсь, познакомлюсь ближе на тренировках. Дай бог получится. И вам спасибо за организацию этого процесса. 500 рублей. Я понял. Подождите, надо же это. Сейчас вместе зайдем. Вот, Андрей Васильевич, кратко расскажите. Этот, да? Снимайте, да? Да. Ну, я... Не менялись? Не менялись. Да ничего страшного. Идем дальше. Даже лучше.